Уфа в третий раз готовится принять Всероссийский форум «Ломая барьеры». О предстоящем мероприятии поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Ленара Хакимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, впереди такой форум, очень важный, и пройдет он в третий раз у нас в столице Республики Башкортостан. Расскажите, вот чем он будет отличаться на этот раз, потому что каждый раз какая-то тематика. Ну, в этом году очевидно, что он посвящен году заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, который объявил Ради Фаритович. И весь год, на самом деле, у нас, ну, по сути, мы готовимся к «Ломая барьеры» как некоему такому точке соединения всех и мероприятий, и смыслов, и нормативных правовых актов, и объектов. Вот, ну, недавно салют сдали, да, то есть у нас будет такой, собственно говоря, итог года. Мы будем подводить, вот, рассказывать об этом коллегам своим из других регионов и нашим гостям. Я знаю, что будет очень насыщенная программа. Вот какие вопросы будут обсуждаться? Понимаю, что, может быть, все не перечислишь, но главные. Да, ну вообще мы сами немножко даже вот дрожим от нетерпения, потому что сегодня вечером уже начинают прибывать гости очень высокого уровня. И, как я говорю, каждый раз, когда какой-то один из этих гостей приезжает в республику, это событие. А сейчас мы одновременно встречаем Светлану Витальевну Чупшеву, генерального директора ОСИ. Причем ОСИ третий год является партнером и соорганизатором этого форума. И у ОСИ свои две площадки. В этом году к нам приезжает на форум Анна Евгеньевна Цивилева, замминистра обороны, она же председатель фонда «Защитники Отечества». У нас большая площадка посвящена теме СВО, и выставка, часть выставки полностью посвящена. Ну и надо понимать, что многие, к сожалению, будут иметь инвалидность по окончании, бойцы наши, и поэтому эта тема, она очень актуальна и интересна, там много всего в ней как бы кроется. Екатерина Геннадьевна Приезжева, это замминистра промышленности и торговли России. Мы будем обсуждать развитие реабилитационной индустрии, потому что страна тратит бюджетные деньги, федеральный бюджет миллиарды направляет на то, чтобы закупать технические средства реабилитации для инвалидов. Они знают это слово ТСР. ТСРы, которые, ну, то есть для понимания, это начиная от подгузников для лежачих, например, инвалидов, заканчивая там инвалидными колясками, там РВУ, так называемые увеличители, да, то есть это для всех видов инвалидности свои технические средства. И, к сожалению, ну, я вот боюсь, может быть, сейчас уже цифра, боюсь ошибиться, но раньше было 95, потом стало 90, наверное, сейчас немножко уже меньше, но столько процентов, то есть львиную долю значит, закупаемых технических средств реабилитации производят либо комплектующие, либо полностью за рубежом. То есть мы импортируем это. И президент, наш президент дал поручение Минпромторгу сделать вот это импортозамещение и локализовать максимально производство, вот, ну, как бы от начала до конца вот этих изделий для инвалидов у нас в стране. Поэтому обсуждение этой темы крайне важно. И у нас вообще, в принципе, будет 48 предприятий, которые представлять будут различные приспособления, в том числе для доступной среды, реабилитационное оборудование и, как я говорю, ТСРы, собственно, как раз показать, что, какие новинки существуют, потому что жизнь не стоит на месте, наука развивается, автомобилестроение, там, значит, все, что связано с вооружениями, нам известно, да, то есть это тоже является таким вот стимулом для развития науки технической. И эта тема тоже является очень большим, ну, как сказать, сегментом, полем, нишей для разработок, именно научно-технических разработок. То есть это очень активно развивающаяся отрасль. Надо сказать, что даже вот от одного форума к другому мы видим, как меняется федеральный перечень ТСРов, которые как раз, на которые Минтруд России направляет средства и закупает для всех инвалидов и обеспечивает через Социальный фонд России. Так вот, мы видим, что некоторые вещи еще не были
в этом перечне, и это, ну, как бы людям самим приходилось закупать, например, да, что-то такое интересное. А сейчас это уже сидит в федеральном перечне. То есть вот эта тема очень тоже интересная. К нам приезжает Ольга Демичева, которая будет делать семинар такой прямо трехчасовой с небольшим перерывом обо всем, что связано с болью. То есть это про уходовые вещи. К нам приезжает Анна Львовна Битова, которая вообще по ее учебникам учится вся страна, да, она коррекционный педагог очень высокого уровня со своей командой. Они про ментальную инвалидность, про раннюю помощь, про межведомственное взаимодействие. Сейчас в данный момент они с командой по нашим психоневрологическим интернатам, поэтому вот очень ждем как бы их аудит и предложения по дальнейшему развитию этой тематики. У нас, значит, будет программа еще помимо того, что деловые площадки, да, вот то, что я перечисляю, их, ну, реально невероятное количество. Кстати, вот у ОСИ площадка связана с сопровождаемым трудоустройством. «Магнит», другие компании будут показывать, рассказывать и, собственно, опылять наши компании с точки зрения, как это происходит, как трудоустроить инвалида, и чтобы он дальше работал и приносил прибыль компании. Это не обуза, а это сотрудник, и это ценный сотрудник. Но вот как это все сделать, в том числе с помощью государства, вот об этом будет площадка ОСИ. Так вот, помимо деловой программы, у нас мощнейшая в этом году дополнительная, так скажем, культурно-досуговая программа. И у нас буквально завтра одновременно с пленаркой в 12 часов на биатлоне начинается матч, вернее, турнир с участием футбольных команд слепых. Представляете, да? Вот на слух слепые футболисты, причем, если есть среди них там слабовидящие, чтобы всех, ну, как бы в одинаковое положение. Да, чтобы все были на равных, они надевают такие черные прямо маски полностью. То есть это точно, как бы это никакого здесь нет жульничества. Они реально на слух попадают в мяч и даже забивают. Я сама видела в прошлом году, но в прошлом году это была демо-версия. А в этом году прям реально будет соревнование. 2 дня будет оно идти. Кроме того, у нас завтра же в 19:00 в Театре кукол в Малом зале нам театральная лаборатория Дианы Гурцкой привозит московские артисты, 12 человек артистов. В зале 90 мест, но говорят, что только 50 человек они приглашают. Ну, видимо, как-то это связано с особенностью спектакля, потому что он будет проходить в полной темноте, сотовые телефоны забираются, и люди, зрители, будут воспринимать спектакль «Чучело» на только слух, обоняние и тактильные ощущения. То есть это для того, чтобы мы могли почувствовать, каково это вот, быть слепым. То есть уникальный вообще спектакль. У нас будет впервые такой. Также у нас послезавтра, в пятницу, пройдет детский инклюзивный фестиваль «Ломая барьеры», собственно, с которого мы и начали, то есть начиналось все с этого фестиваля, с нашего проекта с «Газпром Трансгаз Уфа», а дальше вот это название дало уже имя вот этому большому форуму выставки, что важно, вот это форум и выставка вместе. И самое главное, вот вы говорите, вот как бы, я вообще думаю, что для многих людей вот форумы, их там какое-то невероятное количество, бесконечно они что-то проходят, но вот наш форум «Ломая барьеры», он, знаете, такой выстраданный, а самое главное, он реально открытый, и в нем принимают участие сами инвалиды. Вот для них это большое событие и праздник. Вот со всей республики, кстати, съезжаются. Я знаю тоже, в соцсетях люди пишут, там, как бы мне на коляске добраться и так далее. Вот приходишь на этот форум, и они там хозяева. Вот люди на колясках, слепые с собаками-поводырями, глухие, которые жестикулируют, как это, очень эмоционально, да, то есть, и вот это вот какое-то вот прямо место, где они собираются, они понимают, что это для них. И в
конечном итоге происходят изменения. Я про реабилитационную индустрию говорила. По итогам первого форума только Ради Фаритович дал задание, и у нас появилось субсидирование предприятий, которые производят реабилитационное оборудование. И их стало больше благодаря этому. Уже 11 таких предприятий в республике. По итогам второго форума у нас появился мультицентр социальной и трудовой интеграции. Он должен в следующем году, Бог даст, открыть свои двери. Мы как бы ждем, надеемся и занимаемся этим, и верим, что так и будет. И много поручений, там, социальное такси, социальная передышка, новые услуги. Вот это все происходит именно на полях форума. То есть вот происходит, ну, как бы вот квинтэссенция, поручения, и потом целый год мы это выполняем. Новый форум, опять новые поручения, и у нас это, понимаете, развитие идет всего, что связано с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Ленара Хакимовна, вот на этом форуме, я понимаю, что еще работа предстоит, но какие идеи уже планируете разрабатывать? Вот какие идеи сейчас есть, может быть, дорабатывать, а потом внедрять в жизнь? Вот я чуть-чуть коснулась темы ментальных инвалидов. У нас, к сожалению, вообще у нас численность инвалидов в целом в республике снижается, но людей, в смысле детей инвалидов, к сожалению, растет. И получается, когда начинаешь анализировать, какая инвалидность превалирует, каждый год, к сожалению, у нас растет доля психических и нервных заболеваний. Детей с расстройствами аутистического спектра тоже увеличивается количество. Поэтому не обращать на это внимание уже точно никак нельзя. То есть мы будем это очень внимательно обсуждать и вот это выстраивать именно вокруг семьи, вокруг ее потребностей, потому что зачастую нужна бывает в первую очередь помощь маме, родителям. Но мама чаще больше бывает с ребенком, поэтому маме больше всего. Я замечаю, что у таких детей мамы, ну, как бы больше всего страдают. Им самим, конечно, нужна помощь, как минимум психолога. Поэтому вот это, чтобы именно четко ни одного не потерять, чтобы выстраивать. И не в Серафимовку условно отдали и забыли, да, а, кстати говоря, у нас там процесс идет, у нас уже 22 семьи забрали детей оттуда. Понимаете, да, то есть мы вообще вот занимаемся этим, то есть мы прям, то есть эта тема тоже очень сильно развивается. То есть мы работаем с семьями, чтобы в итоге помощь была условно, где они там живут, условно в Благоварском районе, там в Абзелиловском, да, а ну, не отдавали в учреждение, потому что, ну, всегда говорю, любое, даже самое прекрасное учреждение, оно не может быть лучше семьи. Вот. Тема, как я уже сказала, участников специальной военной операции, это однозначно будет тема 2025 года. И взрослая реабилитация. Кстати, по итогам прошлого форума тоже у нас появилось поручение сертификаты 18+. Мы их в этом году начали выдавать, но это вот, ну, как бы пробное такое все, то есть только-только все это разворачивается. 17 поставщиков из негосударственного сектора у нас появилось, которые оказывают реабилитационные услуги для взрослых. И вот надо это оттачивать. Конечно, там прямо, ну, есть свои особенности. Реально вот надо прям специально реабилитационный центр, реабилитационные центры, может быть, больше, чтобы была республика большая, именно для участников СВО, чтобы с социализацией и к адаптации к мирной жизни, чтобы они в итоге нормально, спокойно вернулись к этой, ну, приспособились уже к вот обычной трудовой жизни и, конечно, трудоустроились. А если нет семьи, то обязательно создали семью. Ленара Хакимовна, по вашему рассказу предстоит очень насыщенная программа. Спасибо огромное, что вы пришли, несмотря на наверняка подготовка занимает колоссальную часть времени. Сейчас очень плотный график. Мы желаем вам провести, чтобы форум прошел результативно, плодотворно, и что все прошло хорошо, гости были довольны. И самое главное, был результат. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами. Одежда ведущим предоставлена магазином «Ханова». «Ханова» – это не просто одежда, это теплота и радость каждой встречи. Встречи с красивой и уверенной собой. Встречи особенных моментов жизни и близких людей. «Ханова» – это союз премиальных тканей и деталей, стиля и комфорта, легкости и элегантности. Ждем и нашей встречи в салоне. Уфа, Чернышевского, 101. «Ханова» – стиль, который объединяет.